Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Мужская сборная России по гандболу на своей площадке со счетом 28-27 обыграла команду Чехии в матче группового этапа третьего отборочного раунда чемпионата Европы. Самым результативным игроком встречи стал крайний чехов Томаш Чип, забросивший 7 мячей. У россиян самым точным был левый полусредний Сергей Косоротов. В его активе 6 голов. После 3 туров сборная России возглавляет таблицу группы 3, набрав 5 очков. Второе место с 3 пунктами занимает украинцы. Далее идут команды Чехии и Фарерских островов, не сумевшие набрать ни одного балла. В следующем матче россияне вновь сойдутся с чехами, но уже в рамках гостевой игры. Встреча пройдет 13 марта. Футболисты английского Ливерпуля со счетом 2-0 одержали победу над немецким Лейпцигом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Будапеште в связи с тем, что в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новым штаммом коронавируса. Результативными ударами в этой встрече отметились Мохаммед Салах и Садио Мане. Напомним, в первом матче данного кубкового противостояния победу также со счетом 2-0 праздновали мерсисайдцы. Соперник Ливерпуля по четвертьфиналу будет определен по итогам жеребьевки, которая пройдет 19 марта. В другом матче игрового дня французский ПСЖ на домашней арене сыграл в ничью с испанской Барселоной. Игра завершилась со счетом 1-1. В составе парижан взятие ворот провел Килиан Мбаппе. У гостей отличился Лионель Месси. Отметим, что на третьей добавленной к первому тайму минуте аргентинец не смог реализовать 11-метровый удар. По сумме двух матчей в четвертьфинал турнира вышел ПСЖ, который в первой игре одержал победу со счетом 4-1. Его соперник станет известен также 19 марта. Баскетболисты российского клуба «Локомотив Кубань» со счетом 186 обыграли итальянский Тренто в домашнем матче заключительного тура топ-16 Еврокубка. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джакари Уильямс. У него 27 очков. У россиян больше всех набрал его коллега по амплуа Миндаугас Кузьминкас, записавший на свой счет 26 баллов. Благодаря этой победе россияне гарантировали себе участие в четвертьфинале турнира. Железнодорожники вышли в следующий раунд со второго места, группа одержав 3 победы в 6 турах. Российские спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате мира по фристайлу. Соревнования проходят в Алмате. В лыжной акробатике среди мужчин на высшую ступень пьедестала взошел Максим Буров. Его соотечественник Павел Кротов стал бронзовым призером. Второе место занял американец Кристофер Лиллис. Отметим, что для Бурова эта победа на мировом первенстве стала второй в карьере. В этой же дисциплине, но уже среди женщин, бронзовую награду завоевала Любовь Никитина. Чемпионат в Алмате завершится сегодня командными соревнованиями. Перейдем к событиям нашего региона. Сегодня якутские борцы вольного стиля начали свое выступление на чемпионате России, который проходит в Улан-Удэ. В первый соревновательный день на ковер выйдут спортсмены весовых категорий до 57, 86 и 92 килограммов. В этих весах выступают якутяне Петр Константинов, Михаил Иванов, Уйгулан Иванов, Федор Постников, Дмитрий Ларионов, Егор Вензель, Алексей Копылов, Никита Сафронов, Алексей Ефимов и Нюргун Сергин. Всего на этом старте республику представят 23 спортсмена, 4 из которых выступят от других регионов. Отметим, что чемпионат в Улан-Удэ является одним из ключевых этапов отбора в состав национальной сборной России. В Якутии возобновят спартакиаду по зимним видам спорта. В конце текущего месяца будет дан старт чемпионатам республики в зачет комплексных соревнований. Программу 25 марта откроют сноубордисты и горнолыжники, которые будут состязаться в Нерюнгри. В начале апреля в Якутске начнутся соревнования по хоккею и спортивному ориентированию. Завершающий этап пройдет в Алдане, где лучших выявят лыжники и биатлонисты. Напомним, спартакиада стартовала еще в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса она была приостановлена, а затем перенесена на 1 год. Итоги соревнований будут подведены 11 апреля. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!